Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Мировоззрение человека, как мы знаем, формируется широтой его кругозора, его интересами, увлечениями, профессиональной работой. И, безусловно, знакомясь с человеком, всегда хочется узнать его внутренний мир, узнать, как он интерпретирует реальность, что он думает о моральных ценностях и так далее. Правда? В общем, друзья, познавая человека, мы думаем, что познаем мир. Сегодня будем знакомиться с гагаузским художником. Взгляды гостя нашей студии на все, что происходит вокруг нас, чем живет наше общество и как он, конечно же, к этому относится, полагаем, будет интересно и нам, и вам. Поэтому... Да-да, именно поэтому. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и следите, друзья, за нашими дискуссиями. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» гагаузский художник Владимир Топал. Владимир Топал – гагаузский художник. Образование. 1995-2014 годы. Университет Мимара Синана, факультет изящных искусств, Стамбул, Турция, магистерская степень. 2012-2014 годы. Колледж Хамбер, школа прикладных технологий, Торонто, Канада. Диплом с отличием по программе «Дизайн интерьера». 2009-2013 годы. ICS, Канада, Монреаль, Квебек, диплом «Дизайн интерьера». 1992-1994 годы. Университет Мимара Синана, факультет изящных искусств, Стамбул, Турция. Степень бакалавра изящных искусств. Государственный грант от Турции. 1989-1991 год. Колледж изящных искусств имени Азима Азимзаде, Баку, преподаватель искусств. 1988-1989 годы. Государственный комитет профессионального образования Молдавской ССР, Камрад. Диплом «Декор интерьера». 1986-1987 годы. Детская школа искусств в городе Читерлунга. Персональные выставки. С 1995 по 2025 годы провел 11 выставок в галереях искусств Турции в Стамбуле, в галереях и музеях Канады в городах Торонто и Онтарио, в галерее 24 Берлин, Германия, в библиотеке имени Мустафы Кемаля Ататюрка Камрад, Гагаузири, Молдова. Также работы художника были представлены в более 30 конкурсных художественных выставках, проведенных с 2003 года в разных городах Канады и Турции. Владимир, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Екатерина. Очень приятно. Да, Владимир, вы человек, который занимается искусством и посвятил этому свою жизнь. Я глубоко уверена в том, что вы интересуетесь тем, как развивается культура в Гагаузе, несмотря на то, что уже около 20 лет живете в Канаде. Как вы можете оценить эти 30 лет гагаузской автономии как возможность для развития гагаузской культуры? Есть ли прорыв? Стали ли эти годы годами возрождения, годами какого-то вдохновения для нашей культуры? Во-первых, я могу сказать, что прорыва не было, хотя издательское творчество писателей, поэтов, то есть книги издавались, художники выставлялись. Хотя у меня, живя на Западе, в Канаде, там ассоциируется художник, который, работая, продает свои картины. И если художник, у них называется full time, то есть целый день, дословно если перевести, если художник целый день работает и живет только на продаже картин, тоже платит налоги государству, и он регистрирован как художник, вот тогда он действительно художник. А те, которые преподают, они преподаватели. А вы как работаете? Full-time? Я работаю part-time, можно так сказать, то есть полдня. Можно так сказать, полдня я рисую, и полдня иногда я занимаюсь другими работами для того, чтобы содержать себя как художник. Почему это стало таким? Потому что в последнее время
я больше как бы стараюсь выставляться, и вот эти выставки занимают очень много денежных ресурсов. Мой бюджет идет на это. И в то же самое время я стараюсь построить дом в Казакли, потому что я свою старость вижу здесь, в Гагаузии, в Молдове, в Европе. Я в это верю. Между прочим, я верю, что Молдова будет частью Европы. Поэтому я, выбирая профессию, стараюсь выбрать профессию, которая не будет мне мешать заниматься творческой работой. Поэтому я сочетаю. То есть получается, что вы свободный художник. Да. Свободный художник в Гагаузии, свободный художник в Европе, свободный художник в Канаде. Где есть возможность больше развиваться, зарабатывать на жизнь? Что вы можете сказать? В Канаде, от того, что это молодая страна, у них отношение к художникам немножко предвзятое. Они считают художников как профессия. То есть продаешь ты картины, Живешь. ты живешь. Нам не нужна твоя философия, искусство, это высокое искусство, это высокая материя. Не, извини. Продаешь картины, живешь, да. Не живешь, у нас тысячи профессий. Пожалуйста, зарабатывай. Мы тебе поможем. А в Европе? В Европе старая, добрая Европа сохранила традиции помощи художникам. Потому что традиционно, давайте возьмем эпоху Возрождения. Вы все знаете этих трех гигантов, да? Рафаэль, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Кто у них был спонсором? У Микеланджело был папа. Сам папа был спонсором Микеланджело, то есть церковь. Леонардо да Винчи был более свободным, у него были частные спонсоры. А Рафаэль это был вундеркинд, это талант. Между прочим, он скончался, когда ему было 33 года. Он творил, извините, не 33, 25 лет он скончался. Вот посмотрите Рафаэля работать, что он создавал, когда ему было 18 лет, 20 лет. Мы 18 лет только находим себя. Рафаэль это человек от Бога, наверное. Да, вот он создавал такие картины, которые, я думаю, надо смотреть. Описать просто трудно эти картины. Вы назвали сейчас художников, таких мировых известных личностей. Конечно. А кого вы можете назвать среди гагаузских художников? Таких художников, которые представляют очень достойно своими работами, трудами наш гагаузский народ. Вы знаете, в последнее время я стараюсь поднять имидж нашего молдавского гагаузского художника Ивана Папазоглу. А как можно поднять имидж? Как можно поднять? Но я сначала историю скажу, как я познакомился с работами этого художника. Находясь в библиотеке, мне попала в руку книга про Папазоглу на английском языке. Где в библиотеке? В Канаде? Нет, здесь, в Камрате. И я заинтересовался, я взял эту книгу, посмотрел, кто автор. И О ней речь? Нет, это другая книга. Это, к сожалению, я не взял. И автор не дал мне эту книгу, она хотела мне дать. И я ей сказал: Клаудия, а сколько у вас книг? Говорит, у меня только 2. Я говорю, у меня есть. И она сразу взяла, говорит, у меня только 2 книги, и все, больше нет у меня. И кто такая Клаудия? То есть это... Клаудия – это женщина, которая написала, открыла нам, кто такой Иван Папазоглу. То есть, как получилось, что Клаудия именно узнала про этого художника? Родственники Папазоглу со стороны дяди. Так получилось, что они жили то ли по соседству, я конкретно не знал, но по соседству, но они знали
друг друга. И когда они сказали про Папазоглу как художник, довольно-таки известный, Клавдия как писательница такая, ну, все писатели, они сразу как бы становятся... Чувствуют, что здесь да, есть что-то материал, тут есть такое, которое можно, да. надо это. И когда она узнала, что да, когда она узнала, что этот художник очень был известным в Румынии, не только известным, а 50-60-е годы один из самых продаваемых художников в Румынии. И она решила написать про Папазоглу и принести этого Папазоглу Ивана Папазоглу обратно В прах в Молдавию. его привести, да? Нет, сначала его как имя. Имя. Про прах она еще То есть не он знала. родился в Камрате, поэтому ей хотелось сделать именно так. И она находит Сильвию Папазоглу. Она Сильвия Папазоглу находит Клавдию, они узнают, что она писательница, и попросили, чтобы она написала, потому что есть записки, которые Иван Папазоглу писал и оставил. Записки, которые он писал каждый день, находясь и живя в Румынии. Ну, давайте так, я задала вопрос о наших гагаузских художниках, которые, ну, для вас, как для художника, да, являются некими такими столпами художественного искусства Гагаузии. Вы начали с Папазогла, а других нет? Другие тоже есть. Это Савастин, это Влах, это Айоглу, это Фазлы. Те, которые вот в данное время работают как художники. Есть молодые художники, но есть преподаватели. Преподаватели в художественных школах, которые преподают. Они тоже выставляются, но они выставляются как преподаватели, они не художники. Но мне кажется, что в вашей жизни огромный след все-таки оставил Петр Влах, потому что в Торонто, в Канаде, вы делали свою персональную выставку, где были представлены ваши картины, и вся эта выставка была посвящена именно сусакам, то есть ваши картины изображали гагаузские сусаки. А для нас, для гагаузов, сусак можно поставить знак равно с именем Петра Влах, человека, который занимался этим видом искусства очень долго, на протяжении своей жизни. Такого рода выставка, вот она прошла в Торонто. Была ли она у нас здесь в Гагаузии или планируется? Я сначала немножко отойду, я скажу, мне просто повезло. Я находился, говорят, хорошее время, хороший час, да, в Камрате, и я познакомился со всеми художниками. Это Дмитрий Савастин, который повлиял на меня, Петр Влах, который повлиял на меня, Дмитрий Айоглу, Фазлы. Они были такими. У нас еще были художники, которые находились в Кишиневе. Между прочим, у художника я жил, извините, я забыл Тринка. Я у него жил дома. Да, наш плакатист. А были еще художники такие, которые работали, как Каварналы. Филатов Авдарминский да, был, они тоже были выставлялись. Да, и Варлак. Они Андрей были в Кишиневе. Нет, и Варлак был в Камрате, а были художники гагаузские, которые жили в Кишиневе, но они опять занимались преподавательской деятельностью. Они не выставлялись как художники. Еще раз, я хочу пользуясь телевидением, надо разделить. Надо разделить. Знаете, есть такая, у художника есть такая тенденция. Художник, который живет на свои картины, платит налоги. Обязательно платит налоги. Только платит. И у нас в Молдове такое законодательство? Я не знаю. Вот я определяюсь, потому что я жил в Англии, жил в Турции, жил... Не платить налоги там нельзя. Дело не плати. Когда ты платишь налоги от продаваемых картин, государство видит, что этот человек работает как художник, и он может получить очень спокойно грант. Они же видят историю. А вы получаете такие гранты? Иногда я получаю, но очень мало, потому что у меня времени нету писать на английском. А вот интересно, когда вы пишете сами свои картины, вы как, мне так кажется, так ли это или нет, вы пишете то, что вам хочется, а когда вы выигрываете грант, получается, что вы взяли на себя обязательно написать что-то, то есть это заказ получается, да? Нет, совсем это по-другому. Вы знаете, вот в Канаде есть, например, Art Council, Toronto Council of Art,
имеется в виду, если так перевести, это организация, которая выдает из бюджета Торонто, из бюджета Онтарио, из бюджета Канады. Городских бюджетов. Да, определенные гранты. И это веб-сайт, в котором все художники могут читать, узнавать. То есть это открытая информация. И потом пишется, так, в сентябре у нас грант на художников, которые работают индивидуально. В январе у нас грант для художников, которые собрались в группу и создали какую-нибудь организацию. Другой какой-то месяц это для художников, которые занимаются и выставочными... Интересно, то есть бюджеты городов есть такие бюджеты на гранты, да? Но писанины очень много. И вот это заставляет художников не писать, потому что художники не участвовать, потому что писанины очень много, и ты обращаешься, конечно, все вот это приготовил, целый пакет, и это еще начало. Это только 5%. Можно и не выиграть этот грант. 100%. И вот этот пакет идет вот как вот этот... На рассмотрение. Да, на рассмотрение. И комиссия – это студенты, не профессиональные художники. Это студенты, какие-то студенты собрались. Почему они это делают? Потому что у них нету этого. Нету обширного знания, они могут спокойнее выбрать, прочитав. Непредвзятое отношение, вы хотите сказать. Да. И вот получается такая ситуация, что выигрывает совсем не художник. Скажите, пожалуйста, а вот у меня возник такой вопрос. Вы назвали таких мэтров изобразительного искусства в Гагаузии, как Дмитрий Савастин, Петр Влах. Я не знаю, может быть, меня кто-то из наших зрителей подправит, но мне кажется, что у нас в Гагаузии нет ни одного населенного пункта, в которых были бы улицы, названные именем этих людей, которые для Гагаузии сделали очень большой прорыв именно в изобразительном искусстве. Это должен был сделать табунщик. Как только образовалась автономия, табунщик должен был посоветоваться с интеллигенцией, потому что табунщик – это бюрократ, еще и бывшего Советского Союза, партийная номенклатура, которая думает совсем другими, вы хотите сказать, материями? Методами. Мне кажется, табунщик даже и не понимал, что такое автономия. Он, наверное, думал, что он правит колхозом. Но скажите, именно при Георгии Табунщике, я повторюсь, в этой студии была создана картинная галерея. На 5-м этаже. Камрате. Картинные галереи тоже не создаются. То есть создана плохо? Картинные галереи не создаются на 5-м этаже. Картинные галереи создаются на 1-м этаже. Вот потому что картинная галерея не создается на 5-м этаже, табунщиком она была создана на 5-м, а другими башканами нигде не была создана. Но Ирина Влах очень хорошо использовала эту картинную театра галерею тоже у Гагаузии для своих еще личных нет. целей. Минуточку, я сейчас вам расскажу историю про эту галерею. В 2017 А про улицы, году, может быть, сначала завершим про вопрос улицы. с улицами? Да? Значит, давайте про улицы. Не было программы вместе с молдавским правительством, вот как Молдова меняла улицы, вот, мы должны были сразу взяться, вклиниться в эту программу и поменять все улицы. Вы знаете, Гагаузы, может, могли бы вам сказать, что нет у нас таких вот, допустим, да, вы назвали Савастина, вы назвали Влах, а кого еще? Чьим именем мы можем назвать улицы? Чтобы вы ответили. Возьмите Степана Болгара, он только что написал книгу «100 самых знаменитых людей Гагаузии». Там не только 100, это он только выбрал 100. Таких вы наберете тысячи. А в Чадрунском музее, мне понравилось, я был недавно, они, для того, чтобы не забывать, они назвали, прямо сделали лист, и как назывались на Гагаузском улице, Чадурунге. Когда, в какой на Гагаузском, не период, а еще существовало между гагаузами, наверное, в румынское времена, мне кажется. Büyük Mahalle, Küçük Mahalle,
холмы они назвали на гагаузском. Вот у меня даже, я Урочище вы имеете в сфотографировал. виду? Ну, Урочище. если вы хотите, я найду вот эти как бы названия. У нас куча названий. Даже в Казаклии, вот у нас называют Тукан Малеси, Тришполи, Подиш. Ну и где? Короче, Почему? мы можем это спокойно, просто мы не вклинулись в эту программу и поэтому не поменяли. Но не сделали это тогда, как вы говорите, Да. когда Молдова делала и когда Конечно. Георгий Табунщик был Башканом. А потом почему не делала? Почему А 30 теперь, с лишним лет? а на теперь это? не делают, потому что у нас у власти карьеристы, которых душа не болит про Гагаузию. Они используют Гагаузию только в политических целях для своего собственного имиджа и, конечно же, накопления денег. То есть карьеристы узнали в Гагаузии, что Гагаузия – это деньги. Но если это так, то чем может завершиться история гагаузской автономии? Завершится тем, я вижу вот это, я должен создаться какой-то координационный совет интеллигенции гагаузов, и вот этот координационный совет должен избрать в данное время. Я не верю, что мы демократическим путем выберем Башкана в Гагаузии. Мы не выберем. Нет Мы другого выберем пути очередного, нет другого пути для избрания. очередного Для Гуцула, того, чтобы как это в было этом, легитимно. как в этой передаче, напомните, необыкновенное там. Очевидно, невероятно. Очевидно невероятное. Вот у нас опять будет очевидно невероятное другой или другая Гуцул. То есть в данное время мы должны, вот этот координационный совет Но мы не имеем интеллигентов, права. Ну, мы имеем законно. право. Мы имеем право, потому что мы знаем прекрасно, что в Гагаузии власть захвачена. Мы все знаем, и Кишинев знает. Но Кишинев не идет на конфронтацию, потому что на дворе война. Мы не война. надо... Рядом война. Это почти что рядом война. Поэтому спасибо, между прочим, Майя Санду. Это действительно миролюбивый человек, который сохранил Молдову, несмотря на военные действия, которые очень близки Молдове, сохранила мир. И большое спасибо, Майя Санду. Большое, мы должны благодарны правительству за сохранение мира именно здесь. Владимир, скажите, гагаузский язык эта тема очень широко обсуждается в гагаузском обществе. Как вы к этому относитесь, к этим обсуждениям? Что вообще вы думаете о гагаузском языке? О его состоянии на сегодняшний Когда день? мы строили, когда мы создавали автономию, у нас основная цель была сохранение гагаузского языка. Мы как-то видели, представляли, что как только образуется автономия, у нас в школах будет преподаваться, ну не сразу, план будет писаться. Вот. Мы не можем перейти сразу, потому что мы сильно ассимилированная нация. Потом я скажу, почему это произошло. Мы сильно ассимилированная нация, поэтому мы должны басамак перейти, сначала написать план, конкретный план, который утвердится в данное время. Между прочим, говорят, исполком, они должны изменить название. Исполком это что? Это продолжение Советского Союза. Почему есть на гагаузском название? Баканный комитет. Вот это должно быть. И Вот это Иуда главное. Ну, это на русском, Кулан на мой гагаузском гагаузский. языке. Я сейчас отойду от этого вопроса. Да. Да, уже отошел. И это, вот когда они бы создали вот эту программу, и эта программа должна была начаться именно с первого Башкана, с Георгия Табунщика. И с этой программой постепенный переход к гагаузскому языку, предмет, в этом году этот предмет, в следующем году языковеды, и, между прочим, этим языковедам должно было уделяться особое внимание, особые финансы и чуть не место, вот как Ататюрк сделал, когда поменял в один день турецкий язык с османского на турецкий. И потом с переходом в школах переходят в ясли, садики. Там должно быть на гагаузском и на государственном румынском. То же самое в школах. Гагаузский, румынский. Потом переходим на колледжи. У нас один университет. А потом скажут,
А где наши дети вот получат, если они захотят стать докторами? В Гагаузии, если прекрасно ты знаешь гагаузский, румынский, пожалуйста, Кишинев. Пожалуйста, Турция. Люди задают другой вопрос. Зная гагаузский, завершая, оканчивая школу гагаузскую, обучаясь в университете, где же будут работать наши дети? Этот вопрос можно очень часто услышать в Гагаузии. У рядовых. В Гагаузии будут работать, они не будут уходить. А в данное время дети куда уезжают, от того, что знают русский язык? Где они уезжают в разные страны. Но в основном уезжают в Российскую Европа Федерацию. в том числе. Да. В 2018 году впервые, наверное, за годы существования автономии был принят закон о расширении сферы применения гагаузского языка, который был как раз-таки нацелен на то, чтобы решать те вопросы, которые, как вы говорите, нужно было решать еще тогда при образовании нашей автономии. К сожалению, они тогда не были решены, и вот в 2018 году мы с Ксенией Федоровной Михаил Николаевич, наш коллега, мы написали закон, который, на наш взгляд, должен был сдвинуть с мертвой точки этот вопрос и расширить сферу применения гагаузского языка. Конечно, власти, которые должны помогать в этом, шли против этой идеи, и Ирина Влахи, и ее исполком, но не будем об этом говорить, закон все-таки был принят, и вы были одним из тех людей, кто работал над созданием словаря в области изобразительного искусства, который должен был помочь педагогам, должен был помочь детям, которые в начальной школе этот предмет стали изучать на гагаузском языке и в детских садах с 2018 года. Имеете ли вы какую-то обратную связь? Этот словарь, насколько он широко вжился в жизнь, в школах, в детских садах? Есть ли какие-то недочеты? Нужно ли что-то менять? Нужно ли обновлять? Нужно ли расширять этот словарь? Можно спросить, в каком году вы приняли? 2018. 2018. В 2014 году я устроился в научный центр Маруневич. Устроились как? Живя в Канаде? Нет, я уже находился здесь. И был директором, и я устроился и сказал им, у меня 2 проекта было. Я им сказал, невозможно сразу преподавать гагаузский язык, не зная слова про изобразительное искусство. Как преподаватель будет преподавать, если преподаватель не знает терминологию? Поэтому мы должны сделать басамак. То есть сначала словарь, потом программа, потом обучение преподавателей, всех с Гагаузии. Это как бы повышение квалификации называется. Их собираются все учителя в Камрате вместе. Ну, так и делали, по-моему, месячные именно как надо все это сделать. И вот я занимался, у меня 2 проекта было, которые утвердились в научном совете. Это создание словаря гагаузско-русский, русско-гагаузский. В области изобразительного искусства. В области изобразительного искусства. И второе было создание музея Петра Влаха. И Пашила обещал, что он найдет финансы и для первого, и для второго. Год я проработал, я обратил внимание, что особенно со словарем шло очень тяжело, потому что мне приходилось работать с Марией Ивановной Капушу у ней дома. То есть я в Казаклии, она в Копчаке, я приезжаю, еду к ней домой, и мы целый день и ночь работаем над каждым словом. Спасибо Марии Капушу, очень помогала, несмотря на хозяйство этой женщины, которая должна, кроме этого, кушать, готовить мужу. Ясно. Вот Лена Федоровна задала вопрос о том, какая обратная связь. То есть знаете ли вы, насколько этот словарь помог этим учителям, которые преподают на гагаузском языке школьный предмет рисования? Мне так было неудобно, когда я был в Чадовинском художественном школе и сказал, вы пользуетесь словарем? Они говорят, какой словарь? То есть люди об этом даже не знают? Даже не знают.
Абсолютно. И я представляю, Вы были зачем. где? В художественной В школе? художественной школе Чадрунги. Но речь это о школьном предмете понятно, в школах. Да, понятно. Но этот словарь, Но конечно это же, должны словарь, были это для использовать и всех в той у нас. художественной школе. Нам повезло, Безусловно. нам повезло. Но мы же не написали, что и для Вот художественных в школ. В законе не в написали. Гагаузии нам повезло, что мы сохранили 3 школы художественные, да? Нигде вот нету кружков литераторов, нету кружков там. А почему нет? Может быть, и есть, мы не знаем. Возможно. Музыкальная школа есть. Есть и музыкальная вот школа, именно мы есть и сохранили художественная. музыкальную школу. Это И художественная, Комрат да? Долаи, Камрате, Чадыр Долаи, Чадыр, Волканеш Долаи, Волканеш. И есть преподаватель, который преподает. Но, Но гагаузскость есть вот в этих школах, которые вы назвали? к Живет? сожалению, нету. К Да. сожалению, нету. Я даже хотел поднять вопрос, когда азербайджанцы построили и подарили Чадырлунге и Гагаузии вот этот дом творчества. Да. Я хотел подойти именно в Алиево фонд и высказаться им. Вот вы строите, да, вот это здание, вы отдаете Гагаузии, почему не ставите какие-нибудь маленькие условия, что в этом школе будет преподаваться на гагаузском и на румынском Мне языке? кажется, что у турецкой стороны или у Азербайджана даже и мысли Не не могло возникало, быть о возможно. том, на каком языке в гагаузской автономии, который они, как представители группы тюркских языков, помогают реализовывать проект, на каком языке будет происходить обучение. Может, априори думали, Они- что... Они, даже- конечно, у них- они думали, что здесь Они- будет да. жить гагаузский язык. Конечно, конечно. Они даже и не представляли такого, что строя объект, Да. все будут говорить на русском языке. И Очевидно для них и это невероятно. неуважение. Неуважение. Вы знаете, вот наши используют Турцию постоянно. Турция это построила, третье построила, и все потом переходит, что все строила Российская Федерация. Знаете, вот у всех, что вот нам Россия помогает. Турция нам ничего не помогала. Не, абсолютно нет ничего. таких разговоров. Нет, то, что давайте помогает, Гагаузия достаточно признают. хорошо знает, Гагаузия Да-да-да. достаточно хорошо знает, какие проекты финансировала Республика Турция и Чадырлунский район, да и не только. Вся как- Гагаузия знает о том, Хорошо. что... А какое уважение мы проявляем к турецкому правительству, когда Турция, где строит объект, мы говорим на русском языке? Ну, я не знаю, но Мы мне даже щас- не говорим на гагаузском языке. Какое уважение мы Показываем, показываем этому государству? Турция это не абстрактное понятие. Турция это 80 миллионов, нет, я ошибаюсь? это налоги людей. Может, они еще бедные, там, богатенькие, но их налоги Турция дает Гагаузии, строит тут объект, а наши спокойно преподают на русском языке. Ну, мы Как помним будто так и выступление это было. Эрдогана, когда это был какой год? 2000... 17-й, наверное, или 16-й, 17-й, на 16 у них переворот был, наверное, или Когда до он переворота. приезжал и Минуточку, до говорил, переворота, да. обращался к гагаузскому народу на площади, центральной площади Камрата с призывом «Лафидин гагаузия яшаднки индебельнизе». Говорите на своем родном языке, это самое ценное, что у вас есть. А Вы все знаете, у хлопали? вас на вашей рубашке на груди значок да, с турецким турецкий язык. флагом. Дайте я Почему? поправлю, да. Почему с турецким Это уважение турецкому государству, потому что в 1992 году турецкое государство предъявило гранты гагаузам, это 78 человек, которые поехали в Турцию бесплатно, учились бесплатно, поступили в университет, нас кормили, одевали, давали стипендию, но в Турции было представление одно. Эти студенты, которые учатся, должны не просто так, а должны вернуться домой в Гагаузию и поднимать Гагаузию. Вы знаете, всем гагаузам, которые вот остались в Турции, 10-15 лет не давали гражданства. Именно поэтому. А что они не вернулись домой? Чтобы они вернулись домой и строили Они Гагаузию. давали гражданство для того, Да, чтобы... для того, чтобы была вот такая тенденция. Смотрите, Вы если- приехали сюда не для того, чтобы
пользоваться вот этими материальными благами просто так. Это условия были. Вы должны приехать домой И развивать. и развивать. У нас рубрика «Люди говорят что?». И вы знаете, что мы короткими вопросами просим ваших коротких ответов. Друзья, единомышленники проекта «Гагауз Медиа». В нашей студии сегодня художник, гагаузский художник Владимир Топал. И наши короткие вопросы с короткими ответами гостя. Люди говорят, что... Люди говорят, что сначала экономика и только потом язык, культура и все остальное. Это неправильно. И это было при табунщике, это было при формузале, когда они говорили, первая экономика, потом культура. Все развивается вместе. Поэтому в данное время у нас ни экономики и ни культуры, и также нет языка. Люди говорят, что гагаузы ментально ближе к России. Мы ассимилированы в советское время. Мы очень были ассимилированы. Даже я помню свое детство, вот я не знаю, почему наши старые люди говорили, нас, говорят, когда мы учились в королевской Румынии, били по пальцам, а нас, детей, которые родились в 1967 году, и мы учили в школе, нас били по линейками тоже, еще и по головам. Так что и там, и сям вот это было. Люди говорят, что гагаузский язык уходит из главного пристанища – семьи. Конечно, уходит, потому что если в школах преподается на русском языке, на каком языке они будут воспитывать детей? Конечно, на русском. Если бы преподавание было даже начиная со Степана Топала и продолжая первым башканом Георгия Табунщика на гагаузском языке, если был бы план развития гагаузского языка, сейчас в данное время молодые люди говорили бы с детьми на гагаузском языке, на румынском языке, потому что мы находимся в Молдавии, Молдова. В Молдове принято румынский язык как государственный, и Гагаузии, то есть два языка, это румынский и гагаузский, а там уже, как вы хотите, изучайте английский, русский, французский, немецкий, даже португальский, если вы хотите. Следующий вопрос звучит так. Люди говорят, что именно политики, съездившие в Израиль, передали Гагаузию Шору. Они не только передали, они захватили власть. В Гагаузии это Константинов, это Узун, это Петров, это Не Влах. Петров, это Влах. Петров съездил позже. Не, они вместе. Съездили трое. Это Михаил Влах, Илья Узун и Константинов. Совершенно верно, Да, фотография они- это да, помнит, это- история да, не да, да. забудет. А в данное время они захватили Гагаузию, потому что гагаузы все-таки уважают законы. Между прочим, гагаузы боятся законов. И вы считаете, что Гагаузия сейчас в руках этих трех человек? Да, они. В этих трех человек? Да, А да, да. Они самостоятельно принимают решения? Да, они самостоятельно принимают. И они вот что-то, как мне очень дорогой человек сказал, они даже и не гагаузы, они просто поняли, что в политике деньги. Они делают деньги. У них душа не болит за гагаузский народ. Вот этот псевдопатриот Михаил Влах, между прочим, недавно была конференция, он подошел и протянул мне руку, я ему руку не протянул, я говорю, ben seninle iyileşmeyeceğim. Bu gitti bir tarafa baktı, gene geldi, uzattı bana elimi. Sen de hiç benimle iyileşmiyorsun. Dedim, ben seninle iyileşim. Sen kimsin bana? Sen değilsin kimse. Вот когда мы, гагаузы, будем относиться вот таким руководителям, которые захватили власть в Гагаузии, вот тогда они одумаются, и они оставят вот эту власть. И в данное время вот я просто живу в захваченной автономии, к сожалению. Михаил Влах, о котором вы говорите, ему вручен орден Гагаузии. Это позор, это опускает уровень медали, потому что этот человек не заслужил ордена Гагаузии. Абсолютно. За что он заслужил? Какие у него заслуги?
Какие заслуги у этого человека перед Гагаузией? Абсолютно нету. Поэтому ну, наверное, исполнительного комитета есть какая-то объяснительная записка, то есть, когда вручаешь медаль, то нужно обосновать, на основании чего ты принимаешь такое решение. Наверное, нету. там в исполкоме есть? Там нету. Илья Узун сказал перед выступлением, если вы внимательно слушали, я посоветовался с Кендигелян и Бургуджи, кому будем давать ордена. А мы знаем вопрос, прекрасно, да? кто такой Кендигелян и кто такой Бургуджи. Мы знаем то, что мы знаем, то, что говорилось всегда в жизни, в общественной жизни Гагаузской автономии. Они принимали активное участие в период с начала продвижения идеи создания Гагаузской республики до рождения Гагаузской автономии. Что-то другое вы знаете? Я могу сказать, что Бургуджи просто не изменился. Он остался тем же самым советским человеком, у которого были идеи быть вместе с Российской Федерацией. Он вообще не признавал Молдову как независимое государство. Вы знаете, что он жил в основном в Приднестровье, много лет жил в Приднестровье, хотя он как тоже был юрист. Вы знаете, он, мне кажется, запутался. Он запутался в вопросе, что такое автономия, что такое Республика Молдова, почему мы живем вместе с Молдовой. Потому что всегда жили вместе. Вот он в этом запутался как человек. Насчет Кендигеляна, да, Кендигелян тот человек, который должен был еще в то время, как учитель, он же был преподавателем, еще, мне кажется, русского языка. Да. Он что, не понимал, что в школах мы должны преподавать на гагаузском языке? Разве он пытался это сделать? Нет, это у него осталось мышление советского человека, который считал, что Советский Союз восстановится, и мы опять будем частью Советского Союза. Вы говорили о советском человеке сейчас, а мы тут подготовили вашу цитату и попросили бы ваших комментариев. А вы сказали, в советское время нам никто не объяснял, кто такие гагаузы. Нас всех обобщали, как советских граждан. Да. Что в этом плохого? В этом плохого, потому что идеология Советского Союза была не национальность. Молдаване, гагаузы, украинцы, а все, которые говорят на русском языке. То есть национальность отсутствует, но все почему-то разговаривают на русском языке. Так, в чем дело тогда? Тогда мы становимся частью какой культуры? Русской культуры. То есть очень правильная, хитрая политика коммунистической партии Советского Союза. То есть у нас нету национальности, может они есть, но у нас главное, чтобы все говорили на русском языке, потому что мы строим коммунизм. Скажите, ну, а 15 республик, 15 да. сестер, это была идея про то, что каждый сохранял свою культуру, но говорил на русском, да. Но все почему-то, ну давайте перейдем к Гагаузию. Мы все изучали предметы на русском языке. Почему в Советском Союзе не говорили, не вы гагаузы, вы должны изучать сначала гагаузский язык, сначала, а потом вместе с гагаузским мы изучаем русский язык. Или молдаване. Молдаване, вы сначала изучаете молдавский язык, и вместе с молдавским языком русский. Украинцы, вы говорите на украинском, и заодно изучаете русский язык. Зачем менять фамилию азербайджанцев на ов? Вот скажите, зачем менять азербайджанцев, у которых было бей, заде, менять на ов? Вы знаете случаи, когда... Вот, а заде поменяли как? На ов, на русское. Керимов, Керимзаде. Вот спрашивается, то же самое пытался Живков, то же самое пытался Живков. И посмотрите на нацию Турции, вот какие они сознательные. Может они сельчане, они даже не понимают, они всю жизнь работали в поле. Но когда Живков поднял вопрос, что турков в Болгарии поменять
например, Топал, чтобы Топал был Топалов, крестьянин, который, может, даже и не ходил в школу, он говорит, нет, я турок, зачем я должен сделать ов, я углу. Я должен Можно вас углу. вернуться вот к этой мысли. Вы говорите о том, что вот эти вот 3 человека, которых вы назвали, Константин, Влах, Илья Узун, они передали Гагаузию Шору. Но, наверное, недостаточно было, чтобы вот эти вот 3 человека приняли такое решение, и Гагаузия становится Прошоровской. Да. То есть 3 человека могли Эти повлиять таким три образом? человека, пользуясь тем, что в Гагаузии была постоянная пропаганда Российской Федерации. То есть мы все, вы знаете прекрасно, что в Гагаузии все смотрели, даже мне говорят, почему ты не смотришь российское телевидение? А я говорю, а я не гражданин Российской Федерации. Но у нас в Гагаузии смотрят только российские передачи, говорит. Я говорю, ну я хочу смотреть молдавские или гагаузские передачи. Зачем мне смотреть? Я же живу здесь. Я должен знать новости именно в нашем селе, что творится. Пытались ли вы узнать новости через ГРТ? Вот вы приехали, вот где вы хотите слушать? Я не смотрю, потому что нет возможности смотреть у меня в данное время. И я сам уже лично так занят, что, извините, я даже не Подождите, знаю, а откуда вы узнаете о том? Вы говорите, что вы очень внимательно следите за тем, что происходит. Там я должен смотреть и плохие передачи, и хорошие, чтобы я узнал, что творится в Гагаузии. То есть иногда я даже смотрю передачи, которые мне не нравятся, но я должен узнать, что творится. Поэтому я кушаю слонину, я не хочу кушать. Ну, я кушаю, потому что я должен знать. Ну, и без этого я не узнаю, я не смогу анализировать, надо анализировать, понимаете. Я в 12 лет принял решение, что я больше атеист, потому что я начал спрашивать вопросы, которые никто не смог мне ответить, понимаете. Но давайте поговорим о том, зачем вы наблюдаете, живя в Канаде, за той ситуацией, которая происходит в автономии в Молдове. Вот что видно вам вот издалека? Говорят, хорошее видно на расстоянии. Вот на расстоянии больше видно хорошего или чего в жизни, в общественно-политической жизни Молдовы и Гагаузии? Вот я представляю Гагаузию такую. Вот я как человек, который живет в Канаде, да, я представляю Гагаузию такую. Я беру билет, аэропорта нет еще, к сожалению, не построили. Есть аэропорт, но он в Кишиневе, где да, был всегда. Я еду в Кишинев. А здесь уже 2 аэропортов нет. Приезжаю в Гагаузию, там стела стоит, да, на гагаузском берегу, заезжаю, и первое там шоппинг-центр, например, я захожу, все на гагаузском. И все говорят на гагаузском. Я захожу в магазин, все говорят на гагаузском, я хочу купить книги, захожу в частный магазин, там все книги на гагаузском, я покупаю это, 3, 4, мне интересно. Вы сейчас как художник? Да, не то, что как художник, как человек. Я приехал в Гагаузию, я должен взять какой-то источник, чтобы я продолжил свою гагаузскость в Канаде. Я же там живу, живя в Канаде, я ни с кем 20 лет, я ни с кем не говорю на гагаузском. Я должен сам с собой вырабатывать, сам с собой как разговаривать на гагаузском, чтобы не забыть. 20 лет, когда ты не произносишь слово гагаузское. Но вы приезжаете каждый год сюда, поэтому у вас есть возможность говорить. Все равно это недостаточно. Но у вас есть телефон, вы же говорите со своими близкими друзьями на гагаузском языке. Да, я говорю, я общаюсь. Так, а вопрос-то был в том, что видно со стороны, то есть то, что вы перечисляете сейчас как воображение ваше, такая картина рисуется. Но вот этого нету. Это край мечты, которую вы себе рисуете, но нам уже вот 2 этого года нет. назад обещали край мечты. Я приезжаю, все говорят на русском, все на этом. И, конечно, вот это со стороны обидно, потому что я сам себе спрашиваю вопрос. Владимир, ты свои 2 года дал для того, чтобы бороться за создание автономии. Я не рисовал в то время, потому что Гагауз халкы, постоянные митинги, постоянные... Вы про 90-е годы. Да, вот 89-й, 88-й, 89-й, 90-й я потерял. Эти 3 года я не создавал картины, потому что мы
создавали вот то, что мы сейчас в данное время создали, вот эту автономию, вот эту вы государственность. создали, значит, буквально на днях Гагаузия отмечала 35-ю годовщину со дня образования Гагаузской республики, и вы были на мероприятии, которое было посвящено этому событию. Да. С какими чувствами вы вышли из этого зала, когда это мероприятие закончилось? Лен, видно, не спрашивает, с какими чувствами вы туда пришли. Я хочу сказать, что у вас была возможность увидеть изнутри Гагаузию, ситуацию, конечно, людей, услышать мысли, которыми живут жители автономии. Я туда не был приглашенным, во-первых, не был. И поэтому я возможно, не знали, что это для всех. потому что я не был приглашенным, я спрашивал, я должен был быть приглашенным, и они говорят, не, заходи. Места были для всех. Да. И я зашел, я не сел. Если обратили внимание, если обратили и видели меня, А почему вы не сели? Я специально не сел и ради неуважения Не тем согласия? выступающим, которые выступали А пошли там. вы туда зачем? Чтобы быть свидетелем, чтобы И посмотреть. что вы засвидетельствовали в таком случае? Я понял, что я себе хотел доказать действительно вот люди, которые там сидят, и те, которые выступают, у них есть какое-то соединение, они поддерживают друг друга, да, они хлопают, да. Вот если обратили внимание, я не хлопал, я так слушал, смотрел, снимал. Что И вы вот почувствовали? выступление Константинова, это кошмар, как человек, который за столько лет так и не научился гагаузскому языку. И Он владеет гагаузским языком. Кстати, один из немногих, кто может говорить на гагаузском языке и говорит, когда хочет. Очень плохо говорит на гагаузском языке Константинов. Ну, может быть, здесь было даже важно не как он говорит, а что он говорит? Он говорит опять про политику, про ГУЦУЛ, что надо спасать ГУЦУЛ, 3-е, 4-е. То есть человек, который... А про что вы хотели бы, чтобы он говорил? Если не про Нет, ГУЦУЛ, то про что? я не могу высосать у этого человека то, что я хочу, потому что он не я. Нет, что вы ожидали услышать на таком мероприятии? Он не любит гагаузов, он не любит гагаузов, он не любит автономию, он использует автономию для своих корыстных целей. Точка. Больше тут нечего мне говорить. У него нет любви к гагаузскому народу. Он использует гагаузский народ в своих корыстных целях. Смотрите, вы говорите, у него нет любви. Это избранное лицо, его избирают жители автономии. Да. Другое дело, какими голосами он был избран, и самого маленького... Перепонтики, наверное, проходили. Да, но он, по-моему, трижды или уже 4-жды избирается депутатом Народного собрания Гагаузии. То есть это говорит о чем, на мой взгляд, что люди избирают таких. То есть у Константинова не было бы никаких шансов говорить на таких мероприятиях, как 35-летие, 30-летие, говорить и с позиции спикера Народного собрания говорить, если бы его не избирали бы люди. Даже шанс поехать в Израиль, знаете, и его бы не было. И его бы не было. К сожалению, люди не знают Был бы бизнес и все. роль депутата. У нас в Гагаузии почему-то все думают, что депутат – это тот человек, который помогает строить там какую-то дорогу или помогает кому-то финансово. И абсолютно никто не знает, что депутат, они решают только юридическую часть. То есть они создают законы. Ну, это да. Законы, к сожалению, почему? Это да. Это так и есть. Но это, люди 30 лет это не знают, потому что все избирают вот таких людей, Поэтому в селах, вот это ГРТ, которая должна разъяснять на гагаузском каждому гагаузу, что такое автономия, что такое депутат, что такое башкан. И только об этом говорить. Историю, учить гагаузский язык, ГРТ. ГРТ захвачено Шором, и это я говорю, на кофейной гуще гадать не надо. Екатерина, я говорю, чем они должны заниматься. То, что она захвачена, я вам говорю, мы живем в захваченной автономии, и точка. Я уже не буду говорить там какие-то другие, там просто нечего говорить. На этом точка поставлена, она захвачена. Что делать дальше? Что делать? Мы должны создать координационный совет интеллигенции, и мы должны на время, где-то до избрания башкана, мы на время должны отказаться от выборов.
Гагауза мы не сможем выбрать Башкана. Вот, вся Гагаузия мы не сможем выбрать. Координационный совет, самые умные наши историки, можно так сказать, поэты, писатели должны собраться и выбрать человека Башкана. Как это возможно? Это невозможно, конечно. Другого выхода нету. Мы будем, если народ опять будет голосовать, мы изберем второго Гуцул. Смотрите, мы хотим жить по европейским законам, то есть мы хотим жить как Я в Европе. знаю прекрасно. Мы хотим жить в демократическом Я обществе, знаю. но то, о чем вы говорите, Да, это не идет, это абсолютно... Вы считаете, что именно так в данное и только время, так да, можно? в данное время мы не сможем избрать Вы говорите о хорошего интеллигенции, руководителя, к гагаузской сожалению. интеллигенции, но есть вот политики гагаузские, Ирина Влах, есть Александр Стояногла. Это люди, чье слово, наверное, весомо для гагаузов, но почему они за все эти 2 года ни разу, ни один, ни второй не высказались по отношению к тому, что Илон Шор и его политика ведут автономию к краху? У меня такое предположение, что Влах знала, что Шор придет. Она создала площадку для Шора. Вот и все. Они действуют вместе, хотите сказать? Может быть, я просто не знаю, но мне кажется... Как вы можете объяснить сказанное вами, что она создала площадку для появления Она Шора? своей критикой к молдавскому, особенно к Майе Санду, она нагнетала гагаузов к ненависти к молдавскому правительству, и особенно к Майе Санду. Особенно к Майе Санду. И вот постоянное нагнетание вот этой инерции, вот этой инерции ненависти к одному человеку, она заразила всех наших гагаузов. А как вы думаете, в чем основная цель тогда вот такого поведения Ирины Влах? Для чего, наверное, для чего это нужно человеку, которая 10 лет была депутатом парламента Республики Молдова от партии коммунистов? Затем 8 лет она была башканом. Но 2 года она нигде не работала после башканства. Так Вы стало знаете, ясно сейчас. Зачем ей это надо было? Конечная цель какая? Вот так настроить людей, как вы говорите, повторяя вашу мысль, настроить так агрессивно, в общем-то, на Кишинев и лично на Майю Санду. Ну, тут невозможно не согласиться, потому что, да, Ирина Влах 4 года, как мы с Леной Федоровной анализировали, 4 года, как она делает видеоролики еще со своего кабинета Башканского и сейчас против Майи Санду. Мне кажется, она Для спит чего? и во сне видит Майю Санду. Как фильм Ну, ужасов, это наверное. такая Ну, ирония. давайте вот перейдем. Вот, например, Ирина Влах. Помните его программа «Возвращение»? Возвращение наших соотечественников в Гагаузии. И в 2017 году освобождается должность директора галереи. Картинная галерея. И я узнаю об этом, потому что я работал еще тогда. Я создавал книгу и постоянно был в Гагаузии. И я говорю, да, это хорошая возможность остаться в Гагаузии. Я же дом строю и тому подобное. И я делаю резюме на гагаузском языке. Пишу программу развития галереи. Все как надо, все как положено. Чики-чики. Вы знаете, сколько обратилось на должность директора один человек? Это Владимир Топал. Так. И Семенов делает интервью. Да, Семенов делает мне интервью. И Семенов говорит... Это начальник управления культуры, чтобы люди понимали, о ком речь. Потом она говорит, Владимир Топал, ваша зарплата будет 1000 лей в то время. Я говорю, вы, может, ошибаетесь? Нет, говорит, 1000 лей. Говорю, это 1000 лей, как я смогу жить на эти 1000 лей? В то время, говорит, тем более у меня образование, я мастерат закончил, и это просто, вы что, условия такие ставите? Не могло быть такой зарплаты, не могло быть такой зарплаты. То есть она знала, и Ирина Влах знала прекрасно, кто идет на эту должность, какая у нее программа. В программе у меня написано, что в галерее, если художник выставляется, там не должны проходить никакие там награждения и тому подобное. Это уважение художника. Невозможно
создавая выставку художникам и проводить там разные награды, шоу. Да, шоу. И, то есть, позвонил Влаху. Влах сказал, как можно выгнать этого человека подальше от Гагаузии. Дайте ему зарплату 1000 лей, и он сам уйдет. Потому что на 1000 лей... Но так вы предполагаете. Нет, да, это так и это должно. Это вот такая ситуация в данное время. Это личное. Но коль мы заговорили об Ирине Влах, то Ирина Влах в программе была еще такое обещание было, вернее, 40 тысяч леев тем, кто вернулся из-за границы и хочет уже обосноваться дома. Вы обращались, в общем-то, Нет, я не за получением? Потому что мы знаем, что такую помощь никто не получил. Я финансово обеспечивал себя плохо, переплачивал, но мне это не надо было. И у меня такая, вот я в Канаде, у меня создалось такое отношение к людям. Владимир, не бери деньги от государства, которые ты не заслуживаешь. Пусть возьмет человек, у которого уровень финансовый поменьше. Пусть он возьмет эти деньги. Ты умеешь работать. Если ты умеешь работать, зарабатывать, не бери, не проси эти дополнительные деньги. Пусть этими деньгами воспользуется человек, который нуждается. Вот у меня вот такое отношение было и в Гагаузии. Если говорит, почему я должен обратиться на 40 тысяч лей, если я смогу спокойно заплатить рабочему работу, и он будет это делать. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему так получается, что люди у нас в Гагаузии очень верят в лживые обещания? Наверное, потому что многие люди в Гагаузии, все-таки занимаясь сельским хозяйством, уровень жизни слабенький. То есть в финансовом состоянии вроде плохо живут. Но я вот в некоторых семьях был, да, и я у них питался, и видел, и довольно-таки, я думаю, елки-палки. Заходил в погребы некоторым. Я говорю, в Канаде среднего человека нету в погребах то, что у тебя есть. И этому человеку то, что у тебя в погребе есть, боже мой, придется работать где-то 2-3 раза. То есть мы хорошо живем, хотите вы сказать? Конечно. Просто Канада богатая страна, а Молдова бедная страна. К чему я сводила вообще свой вопрос? У нас есть одна аудиозапись, когда шуровский волонтер обращается к одному гражданину нашей страны и предлагает поучаствовать вот в этих всех акциях, которые Шор тут реализует на территории нашей страны, республики. Давайте мы это аудио послушаем и прокомментируем его. Программу? Нет, не слышал. Нет, не слышали. Илон Шор выступил с обращением, где он презентовал свою новую программу. В связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение. А как вы считаете, хотели бы, чтобы газ для физических лиц, то есть для населения страны, был бесплатным? Ну как бесплатно? Объясните мне, как? Ну как бесплатно? Как вот это может быть? Скажите, как можно платить за употребленное? То есть можно потреблять сколько хочешь? Илон Шор выступил с такой программой, да, он хочет, чтобы газ был для каждого потребителя. Ну, пускай приезжает в Молдову, баллотируется в президенты, своя партия, пускай делает. В чем проблема? Не понимаю. Илон Шор предлагает увеличить выплату каждому пенсионеру на 2000 лей. Ну, пускай, в чем проблема? Пускай делает. Отлично. Мы волонтеры, мы просто проводим опрос. Да это, женщина, это бред ужасно. Вы просто, я понимаю, что у вас нет работы, вас наняли. Ну, работайте, господи, раз он платит, ему нехер делать, то пускай платит. Ну, это бред полнейший. Чтобы с чего-то платить, надо с чего-то зарабатывать. Халявные деньги, это с чего? Я не могу понять, реально. У него есть предприятие, где-то дает прибыль, есть отчеты, сколько он заработал, сколько он может потратить. Ну, что значит 2000 лей пенсионерам? С чего? Я не понимаю. То есть вы считаете, что сейчас есть эти 2000 лей, просто правительство не платит, потому что ему жалко или что? Я не могу понять. Почему люди верят в халяву какую-то? Я не могу понять, честно. Старается, да? Да он не старается. Что старается? С каких денег он старается? С заработанных или с ворованных? Или ему кто-то дал? Дал за что? Почему? Для чего?
сожалению, на такие вопросы я не могу вам ответить. Мне Ну так вы ищете дураков, вы еще говорите, что значит у нас нет. один Илон Шор, что ли? Да мне вот эти ваши и волонтеры, вы... Да, нет, пишите, что хотите. Вы мне позвонили, пишите этот бред полнейший. Как люди, какой-то один человек, собрался, наворовал, уехал, зато он делится с ворованным. Ну, он поделится, потом опять начнет воровать. Может, зарабатывать надо, какие-то предприятия открывать. Может, развивать экономику. Вы знаете, где находится ваш избирательный участок? Да, знаю. А вы будете участвовать в нем? Ну, конечно, конечно. Отлично. А вы являетесь активистом или волонтером Победы? Нет, конечно. Если бы я так говорил, я бы являлся волонтером Победы. Большое спасибо за ваши ответы. Да, пожалуйста. Бросайте это, вы еще в вашей жизни это еще будет очень стыдно, что вы этим занимались. Это ужасно, то, что вы занимаетесь этим, и все люди, которые на этого урода работают. Это просто ужасно. Люди не понимают этого. Это катастрофа просто. На каждого барыгу, блин. Человеку дали 15 лет, и вы на него работаете. Почему так получилось, что в Гагаузии мы работаем на человека, которого на 15 лет, я имею в виду, большинство в Гагаузии работает на человека, которого на 15 лет осудили в нашей стране? Я могу сказать вот такой случай, недавно, наверное, в курсе, когда Трамп сказал канадцам, может, вы станете 51-м штатом Америки, и все будет бесплатно. Я вам дам бесплатно все. То есть вы не будете платить налоги. Вот, например, говорит, в данное время канадское правительство должно заплатить где-то примерно 200 или 300 миллиардов для американцам оборонной промышленности, для того, чтобы канадское пространство было защищено прекрасно или хорошо. То есть, и какая реакция была в обществе противоположная? Сразу люди вспомнили гимн Канады. Сразу пошли вопросы, покупаем только канадское и делаем все канадское. Туристы перестали ехать в Америку. Люди, которые жили близко, вот Канада, да, 100 километров вот люди живут, перестали ехать в Америку покупать товары. Мы будем брать у себя в Канаде, она 2 раза дороже, но будем брать канадское. Я как-то, когда говорю с нашими гагаузами, я говорю, вот представь себе, вот Китай мощная страна, и она хочет поменять политику Российской Федерации. То есть у Китая идея, как бы заселить пару миллиончиков в Сибирь. И вот Китай говорит, мы, граждане России, будем давать вам по $2000 каждый месяц, просто так. Но, знаете, вот там один кандидат, его имя Могилев, у него прокитайское видение Российской Федерации. Пожалуйста, проголосуйте за него. Посмотрим реакцию Российской Федерации на это. Вот то же самое происходит в данное время с Шором. То есть Шор, пользуясь тем, что у нас пенсионеры, которые, я не знаю, какую он получает пенсию, говорят, все люди говорят, что 1000 лей. Ну, не 1000 лей, а 3 и больше. Да. Ну, маленькую. И вот, пользуясь этим, этот человек, он не может там работать просто так. Вот он приехал, и он создает вот такую неразбериху. Значит, кто-то ему помогает там. Значит, структуры какие-то дают ему возможность работать в Российской Федерации. Так ведь? И тем более он уехал. Почему он уехал с Израиля? Потому что в Израиле он уже стал бы криминалом. То, что он делает, вот то, что он делает в данное время. И вот
Почему он дает деньги? Вроде он дает, говорят, он помогает пенсионерам. Ну да, пенсионеры считают его помогает спасителем. Пенсионерам. Интересно, да, вот он помогает. Первый месяц помог, второй месяц, и вдруг выборы. Через год он каждый месяц помогает пенсионерам. Вот он помогает, вот такой он хороший человек, он помогает. И вдруг выборы. Интересно, пенсионеры кого будут слушаться? Это понятно. Понятно, Вопрос да? только в том, почему, то есть даже уже 2 года нечего, спустя не задаем нечего вопрос, говорить, да. почему люди берут деньги. Уже даже не задаем этот вопрос. Да. Вопрос задаем другим образом. Каждый раз на выборах, значит, после вот такого коррупционного акта, который был сделан на выборах 2 года назад, когда подкупались голоса, да, людей приучили к тому, что голосовать можно за деньги. И теперь каждые выборы, это вот каждый раз будет стоять вот этот вопрос, как обеспечить государству, как сказать, как обеспечить непроникновение вот этих денег в выборную кампанию вообще. И это очень сложно, потому что люди ждут, чтобы им заплатили. Вот сейчас в Гагаузии такая, ну, и во всяком случае, я недавно общалась с людьми, которые говорят, Шор давал денег, мы брали, его незаслуженно, ее, Гуцул, да, незаслуженно наказали. Было хорошо, когда мы получали эти деньги. Единственный, кто нам помогал, это Шор. То есть люди, пенсионеры, не считают свои пенсии помощью государства. Между прочим, Люди считают, что государство их бросило, и только Шор им помогал. Я сейчас, вы понимаете, просто получилось, что Шор сделал что-то такое в этой автономии, что мы уже 2 года говорим Шор, 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 Шор. Люди подойдут к выборам вот с этой какой-то идеей, да, что нам запретили получать вот эти деньги, которые мы раньше получали. И никто про выборы даже думать не будет. А мы с вами тут хотим, как люди, рассуждающие на предмет, как сделать так, чтобы к власти приходили люди, которые понимают задачи автономии, которые не подкупались бы, которые работали бы в интересах автономии и в интересах тех задач, которые стояли во главе угла при создании автономии. Как получить таких политиков, если предмет голосования становится просто предметом купи-продай? Между прочим, Молдова должна пересмотреть закон партии, которые работают в Гагаузии. И Молдова должна просто запретить эти партии во время выборов в Верховный Совет Гагаузии и на башканство, потому что это дело Гагаузии. Партии, которые... У Гагаузии есть уже свои партии. Нет. Есть гагаузские партии. Почему? Уже создана партия Николая Дудогла. Николай Дудоглу человек, который тоже не любит гагаузский народ. Ну а кто ж любит тогда? Ну, к сожалению, есть люди, которые любят. Человек, по его действиям, человек, который помогал Гуцул, который принял Гуцул как башкан, он же сам этим признавался. Конечно, он признавался, есть видео, да, он об этом говорил. И мне этот человек просто, то, что он сейчас создал партию, это... Я не считаю его человеком, который достоин идти на башкана Гагаузии. Но вот перейдем к этим выборам. Вот я в 2007 тоже выбирался на Народное собрание Гагаузии. Народное собрание в Гагаузии. И я, знаете, что обратил внимание? Что еще в то время началась проблема, что наши депутаты на 100 граммчиков, на зерно, на деньги покупали голоса. И этот Шор, это же организация, прекрасная организация. Когда они увидели, что Гагаузия коррупционная в этом отношении, что Гагаузию можно купить на кукурузе и на деньгами. Они поняли, что самые лучшие деньгами. И они купили. Они сделали, потому что эту площадку создали мы, сможет Гагаузия, Гагаузия наши откупиться, депутаты. скажите, от него? Откупиться от него, избавиться от него сможет Гагаузия? От Шора? Конечно. Если создастся Национальный фронт спасения Гагаузии,
Сразу. А есть силы, которые могут создать такой? Очень мало. А есть силы, Очень которые мало, но готовы есть. поддержать? Есть, но нас мало, очень мало. Еще нету той силы, которая Еще соберет. нет или уже нет? Еще нет. А что нужно, чтобы она сформировалась? Надо собираться, вот единомышленники, надо собираться, об этом говорить, постоянно говорить, выступать и говорить с теми людьми насчет этой темы и собрать какой-нибудь кулак, который будет влиять на автономию и на, можно так сказать, на умы наших. Гагаузы очень боятся, в гагаузском обществе, гагаузы, да, можно скажем, очень боятся вступления Молдовы в ЕС. Но, во всяком случае, об этом говорят и результаты референдума, которые были год назад. Что вы скажете, как гагауз, редко, но все же приезжая сюда и общаясь со своими родственниками, близкими, односельчанами в селе Казакле? Вот есть какая-то квинтэссенция мнения людей, проживающих в Казакле, почему против ЕС? Я очень не понимаю некоторых гагаузов, которые многие работают в Европе. Родители знают, соседи знают, друзья знают. И они не видят в этом, что да, человек работает в Европе. То есть это неплохо, можно? Это можно, это можно. Перейду на этот вопрос. Да, я вижу Молдову, нашу маленькую страну, частью Европейского Союза, этого блока. Потому что, вы знаете, все говорят, да, вот Европейский Союз – это Франция и Германия, и мы должны слушаться Брюсселя. Это не так уж просто, это говорится вот. Это вот опять чья-то пропаганда вот делает вот это, знаете, вот старается изменить у людей понятие Европейского Союза. Европейский Союз – это сохранение государственности в блоке. Вы даже не имеете права сохранить свою валюту. Никто как бы не дает тебе права, пожалуйста, пользуйся своей валютой, говори своему народу, что ты молдаванин, ты гагауз, в этом ничего не говорим. Делай свою политику в Европейском Союзе, гагаузскость или тому подобное. И в чем привилегия Европейского Союза? Привилегия в том, что вот мы, Елена, Екатерина и я, мы создаем бизнес, да, создаем сообщество. Вы ставите деньги, вы ставите, и я ставлю. Вот. Я это по-простому говорю. В общий котел мы принимаем правила, законы между собой поведения. И живем. И мы живем. Вот этот Европейский Союз, именно вот это. Но какая возможность будет наших гагаузов и молдаван, и болгар просто так поехать, вот если мы будем в Европейском Союзе, поехать и устроиться на работу, например, в Португалии. Ну, ездят и сегодня, устраиваться на работу, Нет, даже живут, нелегально. вообще... Или становясь гражданам Болгарии или Румынии. А вот именно с молдавским паспортом, с гражданством Молдовы вы едете в любую страну, 27 стран в Европейском Союзе. И вы равноправны. И равноправны. Ну тогда будет еще больше оттока граждан, говорят некоторые противники ЕС. Тогда еще больше наши люди будут уезжать и в стране никого вообще не останется. Сейчас и то только старики. Вы знаете, идет процесс к тому, что все страны меняются, и многие люди, например, вот если мне говорят, вот, Владимир, вот как ты себя считаешь, на кого ты похож больше? Я скажу, я на немца похож больше. Я говорю, почему? Потому что я люблю дисциплину, я люблю приходить вовремя. Мне сказали 2 часа приду, я приду в 2 часа. Мне сказали закончится в 3 часа, я закончу в 3 часа, потому что у меня есть какое-то вот чувство именно немецкого отношения. Хотя я не немец, но я считаю себя таким. Есть человек, который говорит, я француз. Владимир, а почему гагаузы категорически против этой идеи евроинтеграции? Нет.
проблема в языке. Многие в Гагаузии знают русский язык, и вот эта языковая барьера, если вот представь себе, все гагаузы прекрасно изучали в школе немецкий язык, ну прекрасно знают, лучше, чем гагаузский. Вот этой вот проблемы Европейского Союза абсолютно не было. То есть, на ваш взгляд, это основа языковая проблема? Основа языковая проблема. Они чувствуют себя легче, потому что человек, он едет в Российскую Федерацию, он прекрасно, он лучше русского знает русский язык. Но люди всегда говорят, что самое главное, что наши ценности не совпадают с европейскими ценностями. Я, конечно, тех людей, которые со мной на этот предмет говорят, я каждый раз говорю, перечислите, пожалуйста, те ценности европейские, которые нам, ну, первое, что перво-наперво называют, да, это ЛГБТ, мы никак не примем. Да, и вот эта тема уже 10-15 лет, она в Молдове, помните, в Народном собрании Гагаузии принимали антигейский закон, так они его называли. Это был 5-й созыв Народного собрания Гагаузии в 2015 году, по-моему, или в 2014, когда тогда принимался этот закон. Я уверена, что никто этим законом не воспользовался, но этот закон был принят как раз для того, чтобы показать, что вот как мы реагируем на эту проблему. Это так, а цитата, которую мы хотим вам предложить прокомментировать. Есть у нас цитата, вернее, но прокомментировать ее мы хотели бы после того, что мы посмотрим несколько фотографий. Это буквально на днях проходило в Молдове 27 августа, День независимости, и в Молдову приехали лидеры европейских держав. К этому событию, конечно, тоже очень разное отношение, но мы видели, какое яркое мероприятие проходило в Кишиневе, в центре Кишинева. И вот комментариев, конечно, под этими фотографиями, под информациями было очень много негативных с гагаузской стороны. Я так видела в комментарии в социальной сети Facebook. И что вы скажете? Вот это, о чем это говорит и что это дает Молдове сейчас, когда лидеры этих держав приезжают в нашу страну? Вы знаете, два основных государства Европейского Союза, это Германия и Франция, приезжают в Молдову. Плюс Польша, одна из самых больших государств в Европейском Союзе. Это говорит о том, что Майя Санду как политик добилась в политическом плане, чтобы эти люди признали, да, Молдова идет правильным путем, и нужна поддержка Европейского Союза. Они все прекрасно понимают, что в данное время у нас вот именно 28 сентября решается судьба страны. Если, давайте скажем, какие там, как назвать, левые и правые силы или проевропейские, пророссийские, по-разному говорят. Пророссийские, да. Вот если проевропейские силы победят, то мы будем в Европейском Союзе. И я этому очень рад. Если другие силы пойдут, то вы знаете, я боюсь, что в Молдавии откроется второй фронт. Вот я это вижу. А на чем базируются ваши такие опасения? Потому что руководители этой коалиции недавно были в Москве. Вы говорите о патриотическом блоке? Влах, Дадон, да, именно они были в России. Что они там говорили, что они решали, мы не знаем. Это все было за кулисами. И я очень боюсь, что эти силы, если победят в парламенте, то здесь, в Молдавии, можно так сказать, возникнет такой сначала политический фронт нагнетания обстановки. Но именно эти политики, о которых вы говорите, обвиняют Майю Санду в том, что она может привести страну к военному конфликту.
Нет, Молдова нейтральная страна, где написано в Конституции, что нейтральная страна. И каждая нейтральная страна должна сама смотреть за своим вооружением и 2 раза больше именно укреплять армию Молдовы. Но в данное время от того, что до Майя Санду руководили государством, можно так сказать, политические, можно так сказать, бандиты, давайте так скажем, которые грабили нашу страну. И сколько лет Майя Санду у власти? Где-то 4 года, да? Второй срок президентский. Второй срок это 4-5 год. За 5 лет невозможно изменить, невозможно жить хорошо. За 5 лет. Да, зажить хорошо за 5 лет. Мы говорим о государстве, но это делается басамак. То есть поэтому не надо обвинять Майю Санду в чем-то. Майя Санду, между прочим, спасла Молдову, и я благодарен, что в данное время мы живем в мире. А вы вот эту мысль свою пробовали своим односельчанам в селе сказать, казаки? Конечно. И какая реакция? Мне интересно. Противоположная. Ваши мысли вообще находят Нет, это крики и тому подобные. Вообще негативная реакция. В последнее время на выборах мы часто слышим мнение некоторых политиков, что диаспора не имеет права и не должна участвовать в выборах. Вам наверняка, потому что вы живете в Канаде, ваше мнение, что вы отвечаете? Я отвечаю так. Когда диаспора была нужна, когда они работали в 90-е годы, ехали работать, платили за жилье там, не кушали и отправляли деньги обратно в Молдову, тогда они были нужны. Но сегодня тоже продолжается этот процесс? Продолжают, да, продолжают еще. Но теперь нет, потому что они влияют на политическую обстановку в выборах. Поэтому пусть они высылают деньги, но не голосуют. А у вас какое гражданство? У меня гражданство Молдовы и у меня гражданство Канады. У меня двойное гражданство. Вы там голосуете? Да, я голосую. Я стараюсь голосовать всегда. И мы голосуем за... Но мне не нравится система в Канаде голосования, потому что там партия выбирает премьер-министра. И фактически иногда мне нравится эта партия, но я должен выбрать депутата, который мне не нравится, но я должен выбрать его, хотя он плохой человек, что он относится к этой партии, потому что мне нравится именно тот лидер этой партии. Так что завершим этот выпуск и обязательно продолжим разговор, чтобы мы поняли, как работает политическая система в Канаде, выборная система, вернее, в Канаде. Нашим бы жителям автономии и жителям Молдовы разобраться с той политической системой, которая есть у нас, и чтобы на выборах, во всяком случае, главным требованием, как показывает время, особенно последние 2-3 года, главным условием не позволять коррупции руководить выборной кампанией. Иначе мы все, к сожалению, будем жить плохо, потому что это ужасно, когда политики приходят к власти через коррупционные какие-то махинации в выборных кампаниях. Цитата, и мы завершаем этот выпуск. Майя Санду говорит следующее. Альтернативы Европе не существует, а без Европейского Союза Молдова останется в прошлом. Что скажете? Она просто сказала правду матку, если так сказать. Она очень правильно думает. У Молдовы нет другого шанса, только Европейский Союз. Только в Европейском Союзе Молдова обретет полную независимость, и только с Европейским Союзом Молдова и жители и граждане Молдовы, в том числе и гагаузы, будут развиваться в правильном сфере, уважая законы. Уважая законы, ты уважаешь себя,
уважаешь страну, и, конечно же, ты делаешь будущее для своих детей. Вот это самое главное. Это будущее твоих детей, которые могут спокойно поехать отсюда, учиться в Франкфурте, в Париже и получить прекрасное образование, и могут приехать домой и работать. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли в нашу студию. Искренне благодарим за мысли. Ну и мы поняли, что вам понравился наш чай. Сейчас можно будет продолжить чаепитие и общение. А нашим зрителям мы говорим, что здесь мы ставим точку этого выпуска. Наши дискуссии продолжатся. Вы оставайтесь с нами. Ну а сегодня я, Екатерина Жекова и Елена Карамет, говорим вам спасибо за внимание. Друзья, если вы не подписались и только посмотрели этот выпуск, то подпишитесь на наш канал, если вам понравился этот выпуск. Ну а если вы всегда смотрите наши выпуски, то делитесь с друзьями. Это помогает нам продвигать наш проект. Мы за это вам благодарны. До встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.